Но сегодняшние назначения, я к чему клоню, они нам непонятны. Они настолько неосвечены и настолько вообще не понимают, зачем Крым. Вот у нас Шевкет Меметов был недавно, он тоже в сердцах, он уже все-таки взрослый и солидный человек, который работал сам в системе власти Украины и был в информационной политике Украины, в Крыму, правда. Вот он в сердцах крикнул, что даже вот такую фразу, вот она мне тоже врезалась, что Крым это вам не санаторий. Я всегда говорю, Крым это вам не чебуреки, потому что очень многие говорят, вот жалко, я был в Крыму, вот в Ялте. Вкусные были чебуреки. Да, и вот в Ялте, там где-то я вот ехал, и там такая была чебуречная, вот я по ней скучаю. Вот кто-нибудь из нас, из крымских татар, скучает по какой-то чебуречной в Крыму? Есть какой? У нас нет этих чебуречных в голове, у нас вообще, мы не про чебурек вообще. То есть у нас совершенно, это вот родник, я вспоминаю родник, который дедушка сделал. Я хочу пойти к нему в кладбище, постоять, подумать о нем, повспоминать. Я хочу в свой дом зайти, то есть я хочу вот поставить дерево, которое я сам сажал. Там, вот мне отец отправляет фундук, дерево, которое я посадил уже с моего огорода. Это совершенно другое отношение к земле, это совершенно другое отношение к Крыму. Хотя Крым это для кого-то курорт, потому что они летом приезжали, а кто в Крыму живет, что знает, что зимой Крым это не курорт. И там и ветер, там и снег, там и слякоть, и все такое прочее, и отсутствие газа, отсутствие дорог. То есть это совершенно другой Крым. Если, возвращаясь от сентиментов к КТРу, если на прошлой неделе мне казалось, что у Алексея Резникова вот это происходит от какого-то незнания, то сейчас мы понимаем по ситуации, которая вскрылась, что это выстрел в молоко. Алексей Резников нам сообщил о том, что суспильные вещания претендуют на эти деньги, о том, что Крым Реалии, это проект «Радио Свобода», претендуют на эти деньги. Сейчас мы узнали о том, что ни суспильное в лице главы правления канала Зураб Аласани, ни Крым Реалии, главного редактора Притулы, даже не намерены были участвовать в этом так называемом конкурсе. И таким образом Алексей Резников сам подтвердил фактически то, что он инициирует вот это вот размывание и исчезновение АТР из государственного финансирования. Зачем это? Если брать саму вообще задачу, которая есть, если мое мнение, это многие депутаты тоже говорят, это за то, что вы в оппозиции. То есть наши лидеры в оппозиции. Если ты вот так вот возьмешь вот эти вот 2 года сегодняшние, да, вот, которые уже мы с тобой здесь находимся, мы видим, что статус уполномоченного по делам крымских татар, он упразднен. Сначала они как-то с ним заигрывали, говорили там вот пишите пропозиции, там какие-то давайте предложения. Сам документ вообще по спецпрацу, по работе, координации работ Офиса Президента и Меджлиса, он же тоже находится там, он находится в Офисе Президента, но он не подписывается. То есть его нет. Статус крымско-татарского народа как коренного народа Украины. Зеленский об этом говорил в самом начале, если помнишь. Сулейман, наш атошник, нашел его где-то там вот, и вот у нас есть кадры этого всего. Он тоже пообещал, я все сделаю, если это вам надо. Это не нам надо, крымским татарам. Мы, чтобы ощущать себя коренным народом, нам не нужна бумажка какая-то там, где будет это написано. Хотя это тоже важно для поколения и тех людей, которые боролись за это. Нам нужно, чтобы мы могли с этим инструментом бороться на международных площадках. Об этом в сегодняшнем Офисе Президента или в Министерстве по реинтеграции вообще, наверное, не слышали. Хотя, как нам говорят, что это международные юристы, и они знают международное право. Так вот вам, пожалуйста, инструмент. Берите Мустафу Джемилева, используйте, берите Чубарова. На сегодняшний день Чубаров вообще выброшен вообще просто на обочину. Он на скамейке даже не запасных, а он на обочине. Конечно, это он сам вам не скажет. И я, может быть, конечно, говорю слегка это резко, как я говорю. Но это говорю я сам, а не Рифат Ага. Понятно, что этот человек, как председатель Меджлиса, который мы выбирали. Ты освещал эти события, я как председатель... Сейчас вернемся и к статусу Меджлиса, и к возможности игнорирования. И вот даже если представить себе, что все вдруг согласились и решили играть по правилам, которые украинскую впроваджує Алексей Резников и нынешнее правительство, начинают участвовать в конкурсе. Как себе представляют себе чиновники эти конкурсы? То есть, например, в 2021 году выиграл АТР вещает, потом в 2022 году выиграл
выиграла Черноморка, АТР всех уволил, Черноморка всех набрала. Этот проектный способ деоккупации, это как он будет выглядеть? Цинизм этой истории такой. Два телеканала беженца, да, и Черноморка, и мы. Я не буду сейчас говорить о каких-то этих там именно коммерческих составляющих, хотя нам говорят, что вы приватные телеканалы, там вы приватные телеканалы. Я вот это сразу хочу забить, что если бы это был не частный телеканал, его уже убили бы давно. Поставили бы какого-нибудь менеджера, какого-то Джабора, и все, это бы уже уничтожили, журналисты бы разбежались. В принципе, задача у русских такая и была в итоге. Вот что, в принципе, они с Милетом и делают. Они назначают одного, потом второго, третьего, а не взлетает. Как и здесь, то, что собираются делать там взамен АТРу, тоже не взлетит. Самой идеи нет, самого вот этого корня нет. И это им непонятно. Поэтому, смотри, какой конкурс может быть с нами с Черноморкой? Давайте вот возьмем конкурс спутникового вещания на Крым. Черноморка говорит, я вещаю на Астре. А мы говорим, мы вещаем на Амосе. И что? И что? Вам любой человек, который понимает, что такое тендер и что такие конкурсы, он вам скажет, что вещание, спутниковое вещание, которое прописано в лицензии Нацрады по телевидению и радиовещанию, не может быть вообще никаким образом разыграно. Ну, как телеканал может сказать так, давайте сегодня проведем конкурс на вещание на спутник. Там все дадут предложения какие-то, и у нас самое дешевое будет предложение какого-нибудь там, кстати, будет какой-нибудь спутник, который вещает в том числе и другие российские телеканал. И что, мы должны будем принять решение этого спутника? Так, а как же аудитория, которая у нас была лет 10 на этом спутнике? Вот, чтобы вы понимали, вот мы 2 с лишним года вещали на 2 спутниках. Я что, с ума спрыгнул, что ли? Или у меня такой здесь коммерческий запас? Зачем мы вещали? Хотя государство оплачивало на только 1 спутник. А почему мы вещаем на 2? Да потому что мы перебирались с одного спутника на другой и переводили всю аудиторию, старались перевести. Мало того, мы переводили с СД в HD еще 2 года. Но это телевидение, это не вот это вот взяли там, давайте, Черноморка, прыгните вы выше. И вот мы сегодня шутили с журналистами, конкурс будет такой. С какими журналистами вы сделаете новость в Крыму? Там, мы говорим, мы с 5 журналистами сделаем. Черноморка говорит, мы с 4 сделаем новость. А я угадаю эту мелодию с одной ноты. Да. И в чем мы должны соревноваться? Мало того, вот представьте такой конкурс. Мы, значит, у нас с Черноморкой конкурс. Кто поедет на Крым освещать дело Мустафы Джемилева? Почему нет? Такой же конкурс возможен. Давайте проводим конкурс, регистрируем конкурс, получаем вот это положение о конкурсе, регистрируем. И кто? Да он метра не проедет, этот журналист, в Крым, когда он будет пересекать эту админ-межу. Потому что для России это государственная граница. Это не бирюльки, которые там конкурсные, которые собиралось играть Министерство реинтеграции. Я, честно говоря, грешным делом думал, что там, конечно, поумнее ребята. Но действительно, вот я очень, видимо, хорошо думаю о многих людях. Почему-то так мне казалось. Потому что прошлый год уже должен был бы научить людей. В прошлом году мы тоже столкнулись. Раз финансирование открыли, вот, пожалуйста, берите деньги. Ах, не выпускаем, потому что вы тендер не прошли. Но там формально казначейство было право, потому что есть коллизия. То есть, получается, субсидию выделили, но вы внутренний конкурс, внутри мы должны были провести. Внутренний должны были прописать сами положения, провести конкурс, и этот конкурс мы должны были сделать. Но это что все Бородянский нам предлагал. Ну, действительно, вот Гульнару Бекирову взять. Да, это историк, который ведет историческую программу. Давайте мы объявляем конкурс, кто еще делает такие передачи. Да? Вот, никто не делает. Никто не делает. Мы сегодня это обсуждали. Или, конкурс мы должны сделать. Или переводчики крымско-татарского языка. Это мы должны сделать. То есть мы делаем конкурс с одним участником. Есть такое положение. И мы этот конкурс с одним участником все равно должны были сделать. Мы сделали все это. Но вот как хотело, в принципе, казначейство, и их тоже понять можно. Они люди, которые в рамках действуют, в рамках бюджетного кодекса, я понимаю. Но конкурс, который придумал Резников, это прийти к беженцам, сказать, так, вставайте, вы там в таком положении находитесь, но вы должны еще друг у друга этот кусок хлеба отодрать, потому что у нас бюджет такой скороченный, мы вот можем дать только одному или двум.